День добрый, дорогие друзья. Быстро выйти в сторис и рассказать вам, что у нас происходит. В понедельник у нас будет первое заседание, первый суд по делу Дианы. И сегодня начали поступать звонки нашему адвокату Елене Николаевне, где ее настоятельно просят отказаться от дела, не появляться в здании суда, либо ей переломают ноги. Вот так вот достойно ведет себя свита нашего подсудимого. Аплодирую стоя. Также звонил адвокат нашего подсудимого. Рекомендовал быть аккуратнее в социальных сетях и выбирать слова. Ну, что могу сказать? Да слова подобраны, обдуманы. Вот отошла от шока и решила вам рассказать, что происходит у нас. Такая вот, ребят, ситуация. Так что, если по радио сообщат, что найден труп без мозгов и с большими сиськами, это я. Елену Николаевну найти еще надо. Я знаю, что свита товарища подсудимого смотрит меня. Большой привет вам, ребят. Я в курсе, я все вижу, я все читаю. Можно я вас попрошу об одном? Не нужно проклинать, особенно детей. Пожалуйста. Диана очень любила детей. У нее было огромное сердце, которое вмещало в себя столько любви. Она ради детей готова была на все. Я молю об одном, чтобы за свои грехи и свои деяния ответил он сам, но не дети. Что мы можем сегодня сделать? Мы можем сделать садака, помолиться, дать хаир. Все будет у нас хорошо. Аллах берса. Я в это верю. И вы верьте. Тяжелая и неказистая жизнь российского юриста, как говорится. Господи, за мою 10-летнюю практику мне столько угрожали, пальцев не хватит сосчитать у всей Уфы, чтобы вспомнить вообще, сколько мне угрожали. Ой, что мне только не пишут, ноги переломать. Господи, они у меня ломаные, переломаны уже столько раз. И я еще с прошлого раза костыли не выкинула, как чувствовала, что они еще пригодятся. Писали, что мне там сожгут аудиху. У вас недостоверная информация. Я на ней не езжу уже 3 месяца. Ищите новую машину, на чем я сейчас езжу. До суда доеду в любом случае, не переживайте, доставят. Волей случая я тут еще в новую квартиру переехала, про которую никто не знает, поэтому даже не знаю, наверное, тяжело будет меня найти, невозможно забыть, легко потерять, как говорится. Ну, невиновные не ведут себя так, я не знаю, зачем вы себя таким образом сдаете. Бля, пиздец. Пиздец. Мы сделали цирк.